أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا. لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام. فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام. ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. Судный день — это великий день. В нем в полном блеске предстанет мощь Создателя, свят Он и велик. Аллах сказал: «Не ценили они Аллаха должным образом». О, если бы мы ценили Его должным образом. Не ценили они Аллаха должным образом. А ведь вся земля в день воскресения будет всего лишь пригоршней Его. Эта земля, большая и обширная, в сравнении с которой мы выглядим как маленькая точка, незначительная и незаметная на фоне площади Земли. Вся земля в день воскресения будет всего лишь пригоршней Его, а небеса, эти великие, огромные небеса, которые мы видим, но не можем коснуться или достичь их, а небеса будут свернуты Его десницей. Пречист Он и превыше того, что они приобщают к Нему в сотоварищи. Как сказал пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, в хадисе из Сахиха Муслима: Аллах свернет небеса и землю своей рукой и скажет: «Я Аль-Малик, царь, а где же цари земли? Где те, кто был несправедлив и горделив, и делал то, что хотел, запретное и притеснение, считая, что никто с ним не справится? Где они?» Всевышний Аллах говорит: «Я Аль-Малик, владыка, где же тираны? Где гордецы?» Субханаллах. Это будет великий день, полный ужасов. Всевышний Аллах говорит: когда небо будет свернуто, небо исчезнет. Аллах говорит, что небо разверзнется. Как сказал Аллах: и вот небо разверзнется и станет красным, как расплавленный свинец. То есть оно расплавится так, как плавится серебро при литье, окрасившись в разные цвета. Это будет что? Один из ужасов судного дня. И небо раскроется, небо откроется. И чем оно станет? И станет вратами. Оно будет как врата, как дороги, с которых будут нисходить ангелы. О Аллах, это нечто великое, страшное. В тот день небо разверзнется и покроется облаками. Небо разверзнется, и будут низведены ангелы. Будет очень много ангелов. Как сказал пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, небо скрипит, и ему надлежит скрипеть, ибо нет в нем места шириной в 4 пальца, где не было бы ангелов в суджуде перед Аллахом. Это великое небо, где находится столько ангелов, разверзнется, станет подобным вратам, и вниз не спустятся ангелы. Великие ангелы, как Джибриль мир ему. У него 600 крыльев. Краем одного из своих крыльев он перевернул селение народа пророка Люта вверх дном. Они спустятся на землю сбора, Махшара. Всевышний Аллах говорит, что подобные вещи произойдут не только с небесами. Нет, даже земля, даже горы. Что с ними случится? Всевышний Аллах говорит: когда подуют в рог всего один раз, когда земля и горы будут подняты, они будут подняты и разобьются, превратившись в песок за один раз. Это великая земля. Это настолько большие горы, что кто-то из нас, кто считает себя сильным и ведет себя горделиво и надменно, да упасет нас от этого Аллах, если он решит подняться на такую гору, он будет это делать в течение многих часов и, возможно, так и не достигнет вершины. Он ничто по сравнению с этой горой, и это всего лишь одна из гор, а на земле очень много гор. Всевышний Аллах говорит: а горы будут подобно расчесанной шерсти. Посмотри, раньше они были твердыми,
а сейчас стали как шерсть, мягкими, как очень мягкий песок. Всевышний Аллах говорит, когда горы будут сдвинуты, они сдвинутся со своих мест. Также Аллах сказал, когда развеются горы, они развеются, и не останется от них и следа. В тот день мы заставим двигаться горы. Это великие, огромные горы, высокие и величественные. И ты увидишь, что земля станет плоской. Ты увидишь, что земля плоская. На ней нет никаких возвышенностей. И ты увидишь, что земля станет плоской. На ней не будет гор. Они спрашивают тебя о горах. Скажи, мой Господь развеет их и оставит только гладкую равнину. Не увидишь ты на ней ни углубления, ни возвышенности. فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام. Также одно из того, что произойдет, солнце и луна скрутятся в судный день. Как об этом сообщил пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, в хадисе, который приводится в Сахихи Аль-Бухари. Звезды осыплются, падут и уничтожатся, а дикие звери, представь себе, что дикие звери и животные будут собраны в тот день. Также моря запылают, моря заполнятся огнем. Кроме того, над всем этим осыплются небесные тела. Также в тот день приведут гиену, приведут ад. Ад, который Всевышний Аллах пообещал тому, кто ослушается его и не уверует в него. В тот день приведут гиену, и тогда человек помянет назидание. Он вспомнит обо всех своих делах. Но к чему такое поминание? Его воспоминания ему ничем не помогут. Аллах сказал, когда ад будет разожжен с новой силой, приведут ад и разожгут в нем огонь. Когда рай будет приближен к богобоязненным. فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام. После того, как люди будут собраны на земле сбора, махшара, когда они соберутся там, мы знаем, что Всевышний Аллах приоткроет свою голень. Но после каких событий Он это сделает? Послушай этот хадис из Сахиха Муслима и прочувствуй эту сцену. Прочувствуй эти события так, словно видишь их сейчас перед глазами. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, когда настанет день воскресения, глашатый возвестит, пусть каждая община последует за тем, чему она поклонялась. После этого все поклонявшиеся идолам, истуканам или чему-нибудь еще помимо Аллаха, обязательно низвергнутся в ад. Когда же останутся только те, кто поклонялся Аллаху, среди которых будут как благочестивые, так и нечестивые, то есть останутся даже грешники, среди которых будут благочестивые, нечестивые, а также некоторые из людей Писания, потом будут призваны иудеи, и у них спросят, чему вы поклонялись? Они ответят, мы поклонялись Узайру, сыну Аллаха, и им будет сказано, вы лжете, ибо не заводил себе Аллах ни жены, ни сына. Чего же вы сейчас хотите? Они ответят, мы хотим пить, Господь наш, напои же нас. Тогда им будет указано и скажут им, не хотите ли вы напиться этого, после чего они будут собраны к огню, подобному миражу, и края его станут сокрушать друг друга, а они станут падать в этот огонь. Затем будут призваны христиане, и у них спросят, чему вы поклонялись? Они скажут, мы поклонялись Мессии, сыну Аллаха. Им скажут, вы лжете, ибо не заводил себе Аллах ни жены, ни сына. И у них спросят, чего же вы хотите сейчас? Они ответят, мы хотим пить, Господь наш, напои же нас. Тогда им будет указано и скажут им, не хотите ли вы напиться этого? После чего они будут собраны к огню, подобному миражу, и края его станут сокрушать друг друга, а они станут падать в этот огонь. А когда не останется никого, кроме поклонявшихся Всевышнему Аллаху, как благочестивых, так и нечестивых, тех, кто поклонялся Всевышнему Аллаху, среди них будут как благочестивые, так и грешные, единобожники. Господь миров, пречист Он и возвышен, явится к ним в том образе, который будет наиболее близок к тому, что они себе представляли. И им будет сказано, чего вы ждете? Каждая община последует за тем, чему она поклонялась. Они скажут, Господь наш, в земной жизни мы расстались с людьми, в которых больше всего нуждались, и не дружили с ними. Тогда Аллах скажет, я Господь ваш. Они скажут, мы прибегаем к Аллаху от Тебя. Мы ничему не поклонялись наряду с Аллахом. Они повторят это дважды или трижды, так, что некоторые из них будут готовы отступить. И Он скажет, есть ли между вами и ним знамение, через которое вы узнаете его? Представьте себе сейчас эту картину. Они ответят «да», и тогда будет открыта голень, и не останется никого из тех, кто исполнял суджуд Аллаху по собственному желанию, кому в тот момент
не было бы позволено совершить суджуд. Твои суджуды в этой дунье, твои намазы, твое поклонение перед Всевышним Аллахом, все это подготовит тебя к тому, что в судный день, в этот великий момент, когда Всевышний Аллах приоткроет свою голень, ты падешь ниц перед Всевышним Аллахом. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «И каждый из тех, кто в этом мире совершал земные поклоны на показ или ради доброй славы, останется. Да, он делал намаз, но намерение его было связано не с Всевышним Аллахом, а с кем-то еще. И каждый из тех, кто в мире этом совершал земные поклоны на показ и ради доброй славы, не сможет склониться. Так что ты думаешь о тех, кто вообще не делал земные поклоны и не совершал намаз? Каждый из тех, кто совершал земные поклоны на показ или ради доброй славы, останется, и Аллах превратит его хребет в сплошную единую кость. Его спина затвердеет и перестанет сгибаться. Всякий раз, как он захочет совершить суджуд, он будет падать на свое темя. Он не сможет сделать земной поклон. Всевышний Аллах говорит: в тот день, когда обнажится голень Аллаха, их призовут пасть ниц, но они не смогут сделать это. Их взоры потупятся, и унижение покроет их. А ведь их призывали пасть ниц, когда они пребывали в здравии. Их призывали к земным поклонам в этом мире, но они этого не делали, и Всевышний Аллах не позволит им пасть ниц в этот важный момент. فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام ليوم Подготовились ли мы к этому великому дню? Всевышний Аллах говорит: пока они не увидят обещанные мучения или час, тогда они узнают, чье место хуже и чье воинство слабее. Сколько было людей, которые поступали несправедливо, горделиво и надменно, чиня различные виды несправедливости. В тот момент они узнают, чье место на самом деле хуже и чье воинство слабее. Тогда они будут рассчитаны, они получат свое воздаяние. Всевышний Аллах говорит: «Я едва ли не скрываю час от самого себя, но он непременно настанет, чтобы каждому человеку воздали тем, к чему он стремился». Каждому человеку, что бы ты ни делал, даже если твое дело было весом в мельчайшую частицу, ты получишь за него расчет. Посмотри на свою длинную жизнь. Сколько в ней событий и деяний, благих и нет. За все эти дела ты будешь рассчитан. Ты получишь воздаяние за все. Всевышний Аллах сделал этот великий день для того, чтобы рассчитать своих рабов за все добро и за все зло, которое они сделали. В Сахихе Муслима приводится хадис, в котором пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Воистину, некоторые люди из моей уммы будут отведены в день суда в левую сторону». Представь себе, людей из уммы Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, отведут в левую сторону. Я скажу: «Господи, это же мои сподвижники». И ему ответят: «Воистину, ты не знаешь, что они делали после того, как ты с ними расстался». То есть после твоей смерти они делали какие-то вещи, о которых ты не знаешь. Они ослушались Всевышнего Аллаха, отдалились от прямого пути, отклонились от поклонения Всевышнему Аллаху. И пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Я скажу так, как сказал праведный раб. Я был свидетелем о них, пока находился среди них. Когда же ты упокоил меня, ты стал наблюдать за ними. Воистину, ты свидетель всякой вещи. Если ты подвергнешь их мучениям, то ведь они твои рабы. Если же ты простишь им, то ведь ты могущественный, мудрый». О Аллах! Представь людей из уммы Мухаммада, которых отводят на левую сторону. И одних отведут на правую сторону, а других на левую. Так что отчитывай свою душу. Твои дела готовят тебя к тому, чтобы ты стал в какой группе? Чтобы ты стал из тех, кто будет по правую сторону, или из тех, кто окажется по левую? Твои ежедневные дела готовят тебя к тому, чтобы ты стал одним из обитателей рая и правой стороны, либо твои дела приведут тебя к тому, что ты станешь обладателем левой стороны и ада. Твои ежедневные дела — это поклонение Аллаху и праведные дела, либо ты ежедневно грешишь и отдаляешься от Аллаха, свят Он и велик. О люди, бойтесь вашего Господа. Воистину, сотрясение часа является ужасным событием. Сотрясение часа, судный день, — это ужасное событие. Так что бойтесь Всевышнего Аллаха. Готовьтесь к этому дню. Как будут собраны люди? Как будут собраны беззаконники? И как соберут богобоязненных? На каком расстоянии от голов созданий окажется солнце? И кому Всевышний Аллах окажет почет, поместив их в своей тени, в день, когда не будет другой тени, кроме его тени? Обо всем этом, иншаллах, поговорим на следующей серии. И Аллах знает лучше. И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا